Сон около технология, никаких камер, ничего. Да, все. Скоро, наверное, встроенные камеры будут в каждом человеке. Можно будет глазами все. Да, глазами просто. Так, скажите, пожалуйста, вы признаете итоги выборов? Я не признаю итогов выборов по двум основным причинам. Первое. За предвыборный период, за последний месяц, были неравные условия для всех кандидатов. Значит, первое. Весь административный ресурс использовался в интересах одного человека. Вы прекрасно знаете, что во всех ветвях власти находятся люди, связанные с этим человеком, с Садыром Джапаровым. Это и президент, исполняющий обязанности, спикер, генеральный прокурор, представители силовых структур, естественно, как бы исполнительная ветвь власти. Это первое. Во-вторых, в интересах этого человека были использованы все олигархические структуры. Это коррупционные люди, которые все это время были замешаны в коррупционных структурах. Все люди, которые вчера только бегали в интересах 3 партий, которые привели к беспорядкам и волнениям в октябре прошлого года, они сейчас находятся и работают в интересах Садыра Джапарова. Я уверен, что весь финансовый ресурс этих лиц, этих группировок использовался на этих выборах. Даже официальный фонд Садыра Джапарова был в несколько раз меньше, чем фактически его расходы. Это во-вторых. В-третьих, были использованы структуры криминального мира. Вы прекрасно понимаете, что криминальные лидеры работали на Садыра Джапарова. Они запугивали лиц, лидеров общественных, которые работали в интересах других кандидатов, работали, помогали в штабах, были звонки прямые, угрозы и все остальное. В-четвертых, весь информационный ресурс, государственный информационный ресурс, будем так называть, да, тот же общественный канал, который получает финансирование со стороны государства. Вы видели даже на примере дебатов, да, когда убирали на сайте материалы с критикой в адрес Садыра Джапарова. Весь информационный ресурс, который имеет какое-либо отношение к государственным структурам, получает финансирование из бюджета страны, используется в интересах одного человека. То есть таким образом я считаю, что весь предвыборный и выборный период использовался административный ресурс в интересах одного человека. Второе. Во время выборов, то есть сегодняшний день, мы видели подвоз, мы видели попытки подкупа, мы видели, что многие урны ОСУ не работали, то есть голосовать приходилось в открытых урнах. Во многих УИКах у нас есть информация, что председатели УИКов, да, были подконтрольны, на них оказывалось воздействие. Даже были моменты, когда на территории УИКов пытались распространять какие-то агитационные материалы, проводить агитацию даже в день выборов. Все это говорит о том, что данные по выборам сегодняшним были тоже сфальсифицированы. Вот основные причины, по которым я не признаю итогов выборов, и я считаю, что это выборы были нечестными. Понятно, вот по предварительным данным у вас 1,5%. Скажите, вот по вашим реальным ожиданиям, какой результат вы ожидали и что вы думаете? В разы больше. Насколько? То есть я просто вижу, что многие наши голоса не были учтены. Сейчас, наверное, будем требовать, чтобы был ручной подсчет. Мы будем бороться за каждый голос, за каждую возможность, чтобы справедливость восторжествовала и наши голоса были учтены. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех людей, которые приняли участие в выборах. Я хочу поблагодарить тех людей, которые поддерживали нас, и тех людей, которые стремятся, чтобы в нашей стране все-таки наконец-то
были проведены справедливые, честные выборы. Я хочу сказать спасибо всем избирателям, которые давали нам силу, возможности, поддерживали нас за весь период предвыборной агитации. Какие у вас дальнейшие планы в политике? Мы остаемся в политике, мы сейчас будем дальше проводить, мы будем дальше сейчас стараться, чтобы наша предвыборная программа была реализована. Мы будем сейчас бороться за то, чтобы все-таки в Кыргызстане установилась честная, справедливая власть. Мы готовы и в качестве оппозиции работать. Мы не уедем из страны, как говорили некоторые, мы остаемся в стране. Мы будем бороться за будущее наших кыргызстанцев. То есть вы будете в оппозиции, я вас правильно Конечно. поняла? На данный момент я считаю, что не только выборы были сфальсифицированы, я считаю, что в результате этих выборов к власти пришли не те, которые будут, ну будем так говорить, которые принесут пользу на моей стране. А будете ли вы выходить на митинги, собирать толпы? Вопрос в следующем. Все волнения, которые происходят по итогам выборов, происходят по причине того, что люди не видят справедливости. Вы видели, да, в октябре прошлого года люди выходили по одной простой причине, потому что они требовали справедливости на выборах. На данный момент за выборы отвечает власть. За проведение честных выборов должна отвечать власть. Поэтому мы будем требовать, чтобы власти на данном этапе, по крайней мере, провели правильный подсчет голосов. И все факты, которые мы сейчас зафиксировали, были рассмотрены в законном порядке. И чтобы законность восторжествовала. По поводу митингов, я считаю, что мы будем бороться законными методами. Мы сторонники того, чтобы в Кыргызстане все политические процессы проходили в законном русле. Звучали мнения, что вы приняли участие на выборах только для того, чтобы вот создать себе ореол возможного политузника. Что вы об этом скажете? Ну, во-первых, для того, чтобы сделать из человека узника, нужно иметь основания. Я не вижу ни одного основания на данный момент, ни одного предъявленного обвинения в мой адрес. Это первое. Во-вторых, я не преследую никаких целей для того, чтобы стать политическим узником или каким-либо подобным лицом. Я на выборах говорил правду, которая у меня есть, и я буду продолжать это делать. Хотят власти этого или не хотят власти. Больно ли им слышать это или не больно, неважно это, но я буду говорить, нести свою правду людям и буду бороться за интересы простого народа, за интересы наших избирателей. А какие у вас ожидания от властей в отношении себя? Ожидаете ли вы возможные какие-то преследования, может быть? Ну, вы знаете, каким вы видите свое будущее? Исходя из того, что делали те же лица, которые сейчас пришли к власти в период 2005-2010 года, я примерно предполагаю, какие методы будут использованы против политических оппонентов, кем на данный момент я являюсь. Но это не повод для того, чтобы прекратить свою деятельность. Мы не такие люди, которые там пугаются кого-то или пытаются избежать чего-либо в жизни. Мы просто будем идти прямой дорогой, мы будем отстаивать свою правоту, мы будем пытаться реализовать все пункты нашей программы, мы будем бороться за будущее своей страны. А ваше участие в политике, каким оно будет? Будете ли вы участвовать в парламентских выборах? Мы сейчас будем участвовать во всех политических процессах. Мы будем активными участниками. И если это необходимо, конечно же, мы будем участвовать и в выборных процессах. А вы уже думали об объединении с кем-то, с какой-нибудь партией? Вы знаете, сейчас очень много предложений такого характера. Мы будем обсуждать это все. А вы в своих дебатах очень указывали на... Критически. Да, было очень много критики, в том числе критика спецслужб, о том, что они вот проводили преследования, оказывали давление.
И в соцсетях у всех возникал такой резонный вопрос. А почему вы об этом стали говорить только сейчас, тогда как несколько лет назад сами возглавляли этот Вот процесс? посмотрите, в период, когда мы работали в органах национальной безопасности, не было ни одного убийства. В период 2005-2010 года было 60 убийств. И во многих убийствах были задействованы сотрудники органов национальной безопасности. Если сотрудников органов национальной безопасности будут использовать, как используют в 2005-2010 году, естественно, результат будет такой, какой был в апреле 2010 года. Органы национальной безопасности должны работать в интересах обеспечения безопасности Кыргызстана. Я считаю, что эти спецслужбы, они нужны, они должны быть сильными, но их надо дать им возможность работать в законном русле, именно так, как прописано в законе. Я именно имею в виду вот этот процесс. По поводу критики в адрес органов национальной безопасности. Я критиковал руководителей, которые возглавляли ГКМБ в период 2005-2010 года. Я критиковал руководителей органов ГКМБ в период 2018-2020 года. Да? Вы знаете, к чему это все привело. Но я никогда считаю неправильным критиковать простых сотрудников, потому что они выполняют свою работу. Они часто вынуждены выполнять приказы, часто незаконные приказы. Чтобы этих приказов не было, надо сделать так, чтобы органами национальной безопасности руководили честные профессионалы своего дела. То есть вы считаете, что в период с 15 по 18 год органы безопасности и власти не использовали как инструмент для преследования своих оппонентов? Я считаю, что органы национальной безопасности не участвовали в убийствах. Это во-первых. Во-вторых, они обеспечили мирную передачу власти впервые в истории. В этот период ОПГ, как сейчас, не запугивали людей, не преследовали людей. В этот период я считаю, что органы национальной безопасности не закрыли ни одного уголовного дела. Если были какие-либо политики виновны в каких-то коррупционных схемах, органы национальной безопасности старались довести это дело до суда. И суд принимал решение, виновны они или нет. Проблема правоохранительных органов в Кыргызстане заключается в следующем. Когда возникает уголовное дело, руководители правоохранительных органов либо получают какую-либо выгоду от этого в денежном эквиваленте, да, и закрывают это дело, либо договариваются с теми, кто вовлечен в это дело, и вследствие тоже закрывают уголовное дело с одной причиной, потому что они хотят жить в дружбе вот с этими политическими фигурами. Когда мы работали в органах национальной безопасности, это руководили органами национальной безопасности, это 16-17 год, не было закрыто ни одного уголовного дела. Если возникало подозрение в отношении кого-то или в отношении коррупционных схем, мы это дело расследовали и доводили до суда. Суд уже принимал решение о последующем наказании. Хорошо, выборы прошли, и как вы думаете, как теперь события будут разворачиваться, ваше видение страны? Что теперь будет? Я хочу сказать следующее. Страна должна развиваться в законном русле. Я сторонник того, чтобы политическая борьба шла всегда в законном русле. Я последовательный приверженец именно такого пути развития. Каждый катаклизм, волнения, революции ставит очень большие препоны в экономическом развитии страны. Поэтому если мы сейчас думаем о народе, о людях простых, то мы сейчас должны думать о том, чтобы страна опять не откатилась на 2-3 года. Поэтому мы будем бороться в законном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Но мы будем отстаивать интересы своего народа именно в законном порядке. Это наше самое главное, будем говорить так, критерий или ценность. Ну, ожидаете ли вы усиления президентской власти, того, что история 2005-2010 года повторится? Вы знаете, проблема в том, что если люди, которые работали в 2005-2010 году, повторят то же самое, это все приведет к тому же, таким же событиям, которые были в апреле 2010 года. Я просто уверен в этом. Поэтому надо задуматься
и все-таки не повторять свои ошибки в будущем. А что бы вы сказали своему оппоненту, который вот выиграл, Садыру Джапарову? Как он должен работать? Ваши пожелания или напутствие, может быть? Вы знаете, я скажу следующее. Надо не преследовать интерес Джаныша Бакиева и Максима Бакиева, а надо думать о народе. Это касается не только Садыра Джапарова или там его команды. Мы все должны из прошлых уроков извлекать, из прошлых ошибок извлекать уроки. И на основе этих уроков строить свою деятельность. Если они способны на это, то в определенной степени есть вероятность того, что все-таки многие, кто работал в тот период, принесут пользу стране. Если они не извлекут уроков из этого и будут продолжать так же, как сейчас, преследовать интерес Джаныша и Максима Бакиева, то они обречены. Хорошо, спасибо вам большое, что уделили время. Мы можем Взаимно. завершать эфир наш.